меня начинается с 7 часов утра, так как я студентка музыкального колледжа. Я рано утром выхожу с Гудермеса, еду в Грозный на занятия. Промежуток времени, который я провожу в дороге, в душе у меня звучит моя любимая музыка. Сложно догадаться, какую музыку слушает в дороге наша героиня. Мы не знаем, какие у нее музыкальные предпочтения. Банальный вопрос, какую музыку она любит, мы не стали ей задавать. Обычный день нашей героини проходит, как у большинства участников проекта. Рано встала, пошла на учебу, а потом в филармонию, на очередную репетицию. Даже жаловаться на нехватку времени студентка 2-го курса колледжа культуры и искусств никак не успевает. Вот, собственно, место, где я учусь. Музыкальный колледж культуры и искусств. А вот это мое самое любимое место в колледже. Самая любимая пара – это когда мы вместе поем на хоре, или когда я занимаюсь индивидуально с моим преподавателем. Ребята участвуют в этом проекте уже полгода, и за это время каждый из них приобрел здесь не только профессиональные навыки, но и новые знакомства и замечательных друзей. Все участники проекта также говорят об искреннем и добродушном отношении к ним своих педагогов. По словам Адины, она получает огромное удовольствие от общения с мастером своего дела. Еще раз. Распевки для тебя это не ново, ты являешься студенткой колледжа, вот, у тебя голос звучит все как положено, вот. И в дальнейшем будем также заниматься, работать, чтобы было все лучше и лучше. Так, данные и прекрасно, перспектива есть в этом отношении. В проекте «Дикая Саназ» я нахожусь уже 5-й месяц, и за это время я познакомилась со многими нашими артистами. Я их очень люблю и уважаю. Хочу сказать огромное спасибо нашему преподавателю Зелиму Дудаеву за то, что за нас переживает, болеет за нас и весь свой опыт передает нам. Артист – это не только голос, но и целый комплекс обаяния, умения привлечь к себе внимание зрителя. Артист должен любить своего зрителя. Артисткой меня еще рано называть, но в душе я очень хочу стать ею. Когда у меня появятся свои песни, и они будут востребованы зрителям, я тогда почувствую, что выбранный мной путь выбран не зря.
Для этого им, пока еще только начинающим артистам, придется долго и упорно работать. Голос — это как хрупкий хрусталик внутри нашего организма. Его звучание зависит от того, как ты выспался, что поел, зависит от настроения. Поэтому надо пропускать мимо все негативное. Словом, нужно постоянно радоваться жизни. Даже когда тебе плохо, ты должен улыбаться, потому что ты артист. Любимое место у меня, как у каждого человека, это мой дом, мой город, где я родилась и живу. И, конечно же, любимое место – это филармония, где я занимаюсь своим любимым делом. Главным человеком в своей жизни участница проекта «Дека Саназа» Радима Белалова считает свою маму. Она единственный родной человек для нее, так как больше у нее никого нет. Ни отца, ни брата, ни сестры. Отца Радима потеряла, когда ей было 8 лет. Со своей мамой 13-летняя девочка почти не расстается. Мы с мамой почти всегда вместе. Иногда приходится разлучаться, когда я в школе, когда мы едем на концерт. Вот. Что такое концерт, гастроли, Радима знает не понаслышке. В 8 лет ее мама впервые вывела девочку на сцену. С тех пор наша героиня пение считает главным делом в своей жизни. И всегда, везде рядом с ней ее мама. То, что мама находится на репетициях, скорее всего, мне больше помогает, чем вредит. Когда мои педагоги со мной, занимаются, мама туда не вмешивается. Наоборот, она считает, что они очень правильно учат. По словам Радимы, на занятиях она не просто совершенствует свои навыки, не просто погружается в мир музыки, но и открывает в себе новые качества. Неважно, сколько тебе лет, главное иметь желание развиваться и иметь рядом профессиональных педагогов, считает наша героиня. Она уверена, что именно Зелимхан Дудаев помог ей понять ее голос и развить уверенность в себе. Радима – настоящая знаменитость в своей школе. В свои 13 лет она является победителем музыкальных конкурсов различного уровня. Участвовала также в телевизионных передачах. Несмотря на то, что петь Радима любит больше всего, в ее планах также научиться танцевать и хорошо готовить. Но то, о чем больше всего мечтает эта маленькая хрупкая девочка, совсем далеко от музыки. То, что я самая маленькая участница этого проекта, мне всего лишь 13 лет, возраст не имеет значения. У меня есть замечательный педагог Зелим Дудаев. Он всегда старается мне подсказывать, он всегда мне помогает. Вот. И еще то, что я единственная в семье, это для меня большой минус. Я бы хотела иметь большую дружную семью. Бейня
представь, что ты уже на концерте, и это очень торжественно и патриотично. Поэтому должно так там-та-та-та, та-да-та-да-та-та. Вот эти вот все медленные, тихие моменты здесь не нужны. Здесь надо четкость прям, знаешь, это как марш должен быть. Молодец. Мне очень нравится петь и танцевать. Музыка для меня это все. В проекте есть замечательные друзья. Если говорят, что друзей здесь нет, это неправда. Конечно же, каждый из нас хочет победить, выйти отсюда победителем. Но я всем желаю удачи. So beautiful and blue, that's their song, but they only live and show it, so picture like you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to relax, some rest in pain. I tend to love it hot, to you my cat. Девочка, у которой фирменный вокал. Именно так недавно отозвался о Хеде аранжировщик и композитор Гелани Стадник. Хеда поет с раннего детства, но о том, чтобы петь профессионально, она задумалась всего лишь несколько месяцев назад, когда узнала о кастинге проекта «Дека Саназ». В основном Хеда слушает и поет лирические песни. По ее словам, именно они вдохновляют ее на новые творческие идеи. Я слушаю такие лирические песни всегда. И вот, слушая их, у меня появляются в голове другие лирические песни. И я ищу в интернете минусовки, там всегда стараюсь петь. И то, что у меня получается, я всегда пою на репетиции. Недаром говорят, что творческие люди любят окружать себя красотой. Свою будущую профессию наша героиня выбрала, исходя из этого. Хеда – студентка техникума моды и дизайна. По словам нашей героини, обучение приносит ей огромное удовольствие. Впрочем, это нам стало ясно сразу, как только мы побывали на ее занятиях. Ну, я с детства даже, можно сказать, интересовалась. У меня жена брата двоюродного, она тоже шьет. Я всегда вот у нее бывала, всегда расспрашивала у нее, что, как делается. Ну, интерес был. В дальнейшем, если я еще там что-то выучу, я не знаю, я буду шить себе, вам тоже.
Хеда отметилась на проекте не только своим прекрасным голосом, но и чувством юмора. По словам участников, она самая веселая из них. Спасибо, тебе того же.